Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе об итогах за полгода, раскрываемости преступлений и роли ИКЦ, расширенное заседание МВД с участием президента. Единым билетом в Абхазию новая услуга для удобства отдыхающих. Состояние и перспективы развития системы детского и молодежного отдыха. Круглый стол в Сухуме. Итогам деятельности МВД в первом полугодии 2017 года посвящается расширенное заседание коллегии министерства, которое прошло сегодня в Сухуме. В работе коллегии принял участие президент Рауль Хаджимба, а также председатель СГБ Зураб Маргания, заместитель генпрокурора Ишсо Какаля, зампредседателя Верховного суда Умар Берулава. Все цифры и показатели, которые сегодня будут озвучены, полностью соответствуют действительности. Об этом заявил, открывая заседание коллегии, министр внутренних дел Аслан Кубахия. С основным докладом выступил начальник штаба МВД Родион Бацба. За 6 месяцев текущего года в целом по республике отмечается повышение количества совершенных преступлений – 382 против 298 за аналогичный период прошлого года. В основном рост преступлений произошел в Сухуме и в Гагарском регионе. Снижение же количества совершенных преступлений отмечается в Гудаутском и Ткорчалском районах. Руководители отдельных подразделений министерства доложили о проделанной работе. Был проведен сравнительный анализ показателей за прошлые периоды, отмечены положительные стороны, а также выявлены недостатки. Начальник управления ГАИ Наур Смыр отметил, что ситуация на дорогах республики остается тревожной. Все еще высок уровень дорожно-транспортной аварийности. За отчетный период было совершено 70 дорожно-транспортных происшествий. На дорогах и трассах республики погибли 29 человек и получили ранения 110. Необходимо продолжить внедрение систем фото-видеофиксации с целью выявления и профилактики нарушений ПДД, считает Наур Смыр. Выявлено с помощью фото-видеофиксации видео на 13 241. Это значит на сумму 999 тысяч рублей. Этот объем начал наращиваться только вот в течение, фактически в полную силу входит вот с этого месяца. И уже показатели огромные и большие. За 6 месяцев текущего года сотрудниками УБЭП МВД возбуждено 2 уголовных дела экономической направленности. Выявлено 224 факта административных правонарушений, изъято контрабандной продукции на сумму 122 510 рублей. По мнению министра внутренних дел Аслана Кубахия, работа УБЭП неудовлетворительна. Паспортным управлением МВД Республики Абхазия в первом полугодии выдано 18 922 общегражданских национальных паспорта. Что касается выдачи видов на жительство негражданам Абхазии, то на сегодняшний день рассматриваются документы на 689 человек. Выдано 35 видов на жительство. И в этом направлении работа проводится недостаточно эффективно, считает Аслан Кубахия. Национальный проект заключается в том, гражданам Абхазии выдать абхазские паспорта, не гражданам Абхазии документировать. Мы 20 с лишним лет не знаем, сколько же в этом районе живут люди, не граждане Абхазии. Первый заместитель министра внутренних дел Рауль Зухба отметил, что благодаря организованности и наращиванию темпов работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изобличены 7 преступных групп, 3 из которых состоят из граждан Российской Федерации, 2 группы местных жителей и 2 смешанные. В республике было изъято около 300 граммов метадона против 51 грамма за аналогичный период прошлого года. И эти показатели в разы превышают годовые объемы прошлых лет и в денежном эквиваленте составляют порядка 12 миллионов рублей. Большое количество оружия, находящегося на руках у населения, способствует совершению преступлений с его применением, отмечалось на коллегии. За отчетный период изъят 41 ствол огнестрельного оружия, но этого недостаточно, считает Рауль Зухба. Замминистра внутренних дел также отметил, что одной из главных причин низкой раскрываемости преступлений является слабое техническое оснащение МВД. Вице-премьер, министр внутренних дел Аслан Кубахия, подводя итоги коллегии, отметил, что главный вопрос в республике – борьба с наркоманией. Если мы решим проблему наркотиков, то всех остальных преступлений станет на порядок меньше, убежден министр. Аслан Кубахия также подчеркнул, что очень остро стоит вопрос оснащения кадрами СИЗО и криминальной милиции. На коллегии выступил президент Рауль Хаджимба. Глава государства выразил благодарность всему личному составу МВД, службе государственной безопасности, работникам прокуратуры, сотрудникам ГСО, всем, кто был задействован в процессе розыска преступников по недавнему громкому преступлению. Слаженность и согласованность дали результат. Но наша задача состоит как раз-таки в том, чтобы
такого рода преступлений не имели бы места. Я часто повторяю, у вас, в других, как говорится, наших структурах, профилактика и предупреждение – это основная работа любой правоохранительной структуры. К сожалению, в этом направлении мы мало что делаем. Мы работаем уже по факту совершенного преступления в большинстве своем. Поэтому здесь нужно, наверное, все-таки сделать акценты и пересмотреть работу многих подразделений, которые должны быть задействованы в эту главную работу по профилактике и предупреждению всех этих преступлений. Эта работа начинается с участковых, которых, к сожалению, у нас на бумаге много, а вот в работе они мало задействованы. К сожалению, материально-техническая поддержка МВД не самая лучшая, но государство обеспечивает министерство по мере возможности, отметил президент. Сказав, что завтра у вас будет зарплата в 30 тысяч, а потом ее не дать, это будет хуже, чем то, что мы по большому счету делаем уже сегодня. Что касается моего обещания по части, касающейся транспортных средств, буквально в ближайшее время, я думаю, что мы решим эту задачу, уже выделены средства, и работа по приобретению этих транспортных средств, порядка до 20 единиц, будут представлены. Я не знаю потом, куда вы их распределите, но это задача, которую мы решаем. Что касается остальных направлений деятельности, в части обеспечения техническими и материальными возможностями, вот тема ИКЦ – это одна из возможностей решать эту задачу. Но у нас находятся люди, которые стараются совершенно по-другому вывернуть эту ситуацию. Это неправильный подход. Никто, еще раз хочу, чтобы все знали, не позволит, чтобы была какая-либо надструктура, которая занималась бы параллельной работой с МВД Абхазии. Мы прекрасно знаем, на что мы идем, и я, как глава государства, первый несу ответственность за все то, что произойдет. И не нужно никому разыгрывать различного рода сценарии. Эта структура нужна, в первую очередь, как было здесь сказано, самой Абхазии. И она будет нацелена как раз-таки на то, чтобы помогать МВД Абхазии. И мы говорили о паритетности сотрудников в количественном отношении, которые будут работать в этом подразделении. Вопрос руководства четко обозначен, кто будет руководить этой структурой. Мы что, совсем не понимаем тех задач, которые стоят перед нами? Или это просто игра очередная на политическом поприще? Что касается общей ситуации, которая складывается на сегодняшний день, она не совсем так трагична, как ее некоторые пытаются представить. Мы контролируем ситуацию, и, слава Богу, есть люди, которые готовы работать, и готовы работать, не оглядываясь на так называемые объемы заработных плат. Работают и будут работать, я в этом не сомневаюсь, и ситуация в материально-техническом отношении тоже будет улучшаться. Никто вас не оставит без внимания, и результаты будут очевидны. Спасибо еще раз вам за ту работу, которую вы делаете. В завершении коллегии МВД министр Аслан Кубахья зачитал резолюцию, согласно которой всем руководителям подведомственных служб были поставлены конкретные задачи. Ирина Аршба, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Между тем, завтра, 26 июля, состоится заседание сессии парламента, на котором депутатам предстоит принять решение по ратификации 2 межгосударственных российско-абхазских соглашений о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел и о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. В повестку дня также включены вопросы создания 2 межпарламентских комиссий по сотрудничеству Народного собрания с Государственной Думой и Советом Федерации Федерального собрания России.
Завтра же, 26 июля, состоится очередное заседание правительства Абхазии, на котором будет рассмотрено более 30 вопросов повестки дня. В их числе много кадровых вопросов. Кроме того, Кабинет министров обсудит меры по развитию энергетической отрасли страны, улучшению показателей собираемости платежей, рассмотрит внесение изменений в ряд постановлений правительства и другие вопросы. Россия может реструктуризировать долг Абхазии в 2 миллиарда рублей. Российское правительство внесло на рассмотрение в Госдуму протокол о ратификации соглашения между Москвой и Сухумом о реструктуризации долга по выданному в декабре 2010 года кредиту в 2 миллиарда рублей на восстановление республиканской железной дороги, сообщает парламентская газета. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. По состоянию на первый квартал этого года Абхазия произвела выплаты российской стороне в размере 556 миллионов 800 тысяч рублей. Остаток долга составил 1 миллиард 700 миллионов рублей. Учитывая необходимость развития железнодорожного сообщения в Кавказском регионе, а также текущую социально-экономическую ситуацию в Абхазии, подписанный 20 марта текущего года представителями двух стран дополнения к протоколу предусматривают увеличение периода погашения долговых обязательств на 6 лет с 2023 до 2029 года. Ежегодная сумма платежа при этом сокращается с 368 миллионов до 143 миллионов рублей. К другим новостям. Чтобы добраться до Абхазии, достаточно купить только один билет. Он так и называется «Единый» и предназначен для поездки сразу на нескольких видах транспорта – поезде и автобусе. Сделано это для удобства пассажиров, желающих отдохнуть в нашей стране. «Единый билет» уже в продаже и не только на территории России, но и у нас. В офисах компании «Амобайл». С первыми пассажирами, воспользовавшимися «Единым билетом», встретилась наша съемочная группа. Репортаж Низ Фаршба. Остановка на площади Владислава Ардзинба в Гагре – первый пункт на пути. Подобных остановок для гостей Абхазии, воспользовавшихся услугой «Единый билет», пока 5. По одной в каждом курортном городе. Решение об участии нашей страны в этом проекте стало возможно благодаря усилиям Управления транспорта Абхазии и России. Две страны не просто договорились, но и четко определили степень участия каждой. «Единый билет» – это мировая практика. Значит, в Абхазии применяется в этом году. Мы пришли к общему мнению, что единый билет необходим для удобства приезда туристов из Российской Федерации в Республику Абхазия. Значит, с 30 апреля этот проект заработал. В соглашении указано, что на паритетных основах, то есть 50 на 50, Российская Федерация представляет 50% автотранспорта, и абхазская сторона представляет 50% автотранспорта. Пока в процесс вовлечены только пассажирские микроавтобусы. Специалисты говорят, это мера временная. Пока нет надобности в автобусах. По опыту перевозок по единому билету на полуостров Крым правительство Российской Федерации совместно с правительством Республики Абхазия приняли решение запуска подобного проекта для гостей и жителей Республики Абхазия. Стоимость проезда от железнодорожного вокзала Адлер и аэропорта Сочи до Гагр стоит 550 рублей, до Сухума 1200, промежуточные остановки в этом пределе. В перспективе прорабатываются возможные варианты доставки туристов, гостей Абхазии морскими видами транспорта. Все будет зависеть, конечно, наверное, от количества отдыхающих, желающих посетить вашу прелестную республику. Проект по перевозке пассажиров по единому билету в Абхазию и обратно стартовал с 30 апреля. Однако первых пассажиров в нашу страну доставили лишь сегодня. Единый билет – это билет сразу на несколько видов транспорта. Поезд, автобус, теплоход, смотря в какую страну вы собрались путешествовать. Главный плюс в том, что маршрут полностью продуман за пассажира. В Абхазию вас пока доставят только наземным видом транспорта. Говорят, это удобно, комфортно и очень быстро. Эта семейная пара объездила пол России. В Абхазии впервые. Говорят, очень хотели познакомиться со страной души. По единому билету уже ездили в Ялту. И, поняв, насколько это удобно, решили и к нам приехать по нему. О билете я узнала, так как в позапрошлом году в Ялту ездила по единому билету. Мне понравилось тем, что это удобно, экономично. То есть тебя встретили, провели, пожалуйста, вот заходи. Встретили, пожалуйста, вот автобус, сели, приехали.
а именно то, что до Пицунды можно по единому билету уже при покупке самого билета. Выбрали именно это, потому что дешевле, там получается приличная сумма. А вот Ольга приехала в Абхазию из Москвы и тоже по единому билету. Говорит, границу прошли очень быстро. Увидеть Гагру желала с тех пор, как 6-летним ребенком впервые побывала здесь с родителями. В турагентстве была, мне подсказали, что можно взять билет, вот единый билет, не просто купить билет, а с привязки уже вот именно в Абхазию. Очень удобно, очень сомневалась насчет границы, очень быстро проехали границы, вперед всех, там очень много частных машин, они вот стоят, а мы как-то сбоку проехали. Очень приятно, что вот, видимо, какое-то сотрудничество есть, что у нас вот как-то пропустили вперед всех. Для пассажиров, воспользовавшихся единым билетом, путь в нашу страну максимально облегчен. На границе выделена специальная полоса, по которой транспорт может двигаться беспрепятственно. Единый билет можно купить в любом городе Абхазии. Офисы компании «Амобайл» предоставляют такую услугу. Для этого вам нужно немногое – пройтись до ближайшего офиса и заказать себе такой билет. Наши офисы расположены во всех городах Абхазии. Работают они по удобному режиму. Сегодня любой посетитель может приобрести билет на автобус по любому направлению по России. Мы заключили договор с Министерством транспорта. Это упростит и сделает более комфортным пребывание здесь туристов, а также это будет хорошим подспорьем для наших жителей Абхазии, так как они смогут не стоять в очередях, не переживать за то, что им нужно успеть купить билет, а приобрести их в наших офисах. Пока по единому билету в нашу страну можно приехать только на наземном транспорте. На данный момент этой услуги вполне достаточно, уверены специалисты. Но вот на будущее обещают подумать и над транспортом морским. Главное, чтобы был спрос. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия отменила оправдательный приговор в отношении экс-главы Галского района Беслана Аршба, вынесенный 4 мая Чимчирским райсудом. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда. По версии обвинения, Беслан Аршба, являясь главой администрации Галского района, превысив свои полномочия, незаконно создал комиссию по принятию документов для получения паспорта гражданина Республики Абхазия, в результате незаконной деятельности которой в нарушение закона о гражданстве Республики Абхазия паспортами гражданина Абхазии были документированы граждане Республики Грузия, чем существенно нарушило охраняемые законом интересы общества и государства. Действия Беслана Аршба органом предварительного расследования квалифицированы как превышение должностных полномочий. Согласно решению Верховного суда, уголовное дело в отношении Беслана Аршба подлежит возвращению в Чимчирский райсуд на повторное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в ином составе суда. Состояние и перспективы развития системы детского и молодежного отдыха в Абхазии обсуждались сегодня в Сухуми на встрече, организованной Общественной палатой Абхазии. В ней приняли участие министр по курортам и туризму Автандил Гарский, председатель Фонда социального страхования и охраны труда Абхазии Амиран Какалия, представители общественности. Проблема детского и молодежного отдыха в Абхазии ввиду отсутствия системы становится чрезвычайно актуальной. Рабочая группа Общественной палаты предлагает правительству и Народному собранию разработать концепцию детского и молодежного отдыха в Абхазии. С этой целью группа выработала конкретные предложения, которые могли бы лечь в основу программы для 2018 года. Детский и молодежный отдых сегодня в Абхазии – это очень важная составляющая нашего развития. Мы, работая вот с Аидой в Сухумском доме юношества, видим просто, насколько это востребовано, сколько сегодня детей нуждаются вот в этом отдыхе. Мы говорим не только об отдыхе, да? Мы говорим о развитии, потому что это качественное детство или качественное время, которое вы можете проводить в разных уголках Абхазии. Программа детского и молодежного отдыха могла бы быть отражена в разрабатываемых в настоящее время законе об образовании и законе о здравоохранении. В ней, по словам членов Общественной палаты, должны сочетаться традиционные инноваторские формы и методы детского и молодежного отдыха с целью формирования у молодых людей нравственной потребности приносить пользу обществу. В настоящее время в Абхазии функционирует несколько типов постоянно действующих объектов летнего отдыха. Палаточные детские и молодежные лагеря Сухумского дома юношества в Ауадхаре, палаточные лагеря Комитета по молодежной
молодежной политики. И уже третий сезон Рицинский реликтовый национальный парк организует лагерь детского отдыха на базе своих коттеджей. Кроме того, в нескольких школах Сухума организованы летние площадки, которые дети посещают определенное количество часов. Есть лагеря профсоюза в Абхазии на базе пансионата «Энергетик» в Гагре. Участники встречи выразили мнение, что в существующих условиях особенно актуальны были бы профильные лагеря и профильные смены в период летних каникул. Лагеря для одаренных детей, эколого-оздоровительные лагеря, историко-этнографические, археологические, туристические и другие. Сегодня в этом году 50 детей, работающих наших, и 50 из Чеченской Республики находятся на базе школы-интернат имени Басаева. Вчера было открытие на 14 дней. Дело в том, что есть такое понятие, как прецедентное право. Но почему-то Фонд социального страхования и раньше проводил этот лагерь, но профсоюзы участвуют. Мы сейчас спорим с профсоюзом. Профсоюзы тоже принимают участие. То есть 30% проплачивает профсоюз, а 70% Фонд социального страхования. Не менее важным аспектом подобного рода системы отдыха является подготовка педагогических команд. В них могли бы работать студенты не только педагогического, но и других факультетов АГУ. Подготовка материально-технической базы объектов для детского и молодежного отдыха – важнейшая часть в организации всей работы в целом. Потому на встрече прозвучало мнение о целесообразности включения соответствующей статьи расходов в государственный бюджет страны. А сейчас более подробно об одном из способов активного отдыха и пропаганды здорового образа жизни. Представители Федерации военно-тактических игр Республики Абхазия ездили в Москву, где приняли участие в мероприятиях по военно-тактическим играм. Показали хорошие результаты, получили приглашение на самый престижный конкурс международного уровня в сфере тактических игр. Следующие игры состоятся в начале августа. Подробности в материале Ренаты Шакая. Воспитание командного духа, развитие физической подготовки – все это гагарское подразделение НЭРС по военно-тактическим играм в страйкбол. Главная цель игры в страйкбол – это воспитание молодежи в духе патриотизма, обучение военным навыкам и привлечение к здоровому образу жизни. В подразделение НЭРС входят 13 бойцов от 17 до 35 лет. Молодые игроки в основном ученики командира абхазского военно-тактического подразделения НЭРС Дениса Шашура. Помимо того, что Денис руководит таким подразделением, он еще и педагог в гагарской школе. Возрастная категория у нас самая разная. У нас нету такого, что вот именно там детский возраст или молодежный возраст. Нет, у нас любой желающий, даже и девочка у нас есть, вы сами могли это видеть. У нас абсолютно любой желающий может прийти и попробовать. Правда, это довольно-таки тяжело в наше именно подразделение вступить, но мы всегда говорим то, что мы только за, чтобы создавались новые команды, они входили в нашу федерацию, и вместе мы представляли нашу республику. Подразделению всего полгода, но уже есть серьезные достижения за пределами Абхазии. Ребят поддерживают не только их друзья, но и ветераны нашей войны. Ветеран Ашот Атян впервые взял оружие в руки в 18-летнем возрасте. Ашот убежден, что каждый будущий защитник с малых лет должен получать основы военного дела и расти в духе патриотизма. Я сам как ветеран тоже, наоборот, своего ребенка отдал, чтобы думаю, вот надо пример у них брать, вот как Денис, вот таких ребят, команда какая. Потом к ним тоже, когда обратился, они тоже с удовольствием говорят, возьмем, если я вот в таком возрасте уже чуть имел бы какие-то навыки, было бы легче намного. Сын Ашота Артем – пятиклассник, но он уже ничем не отстает от старших. При каждой возможности посещает показательные мероприятия, принимает активное участие и мечтает попасть на игры международного уровня. Привел и дядя Шот, они привели, то есть вот, всех, кого видели, девочки, 11-классницы, 8-классницы, это все их друзья, товарищи, они все с одного, то есть района. Я сюда буду в дальнейшем приходить, буду с ними играть в эти игры тактические и буду в их команде, наверное. 12-13 августа на международных соревнованиях военно-тактических игр в Москве Абхазию будет представлять подразделение НЭРС. Ребята сейчас активно готовятся, чтобы достойно представить свою страну. Рената Шакая, Беслан Шхинджери, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью 24-26, днем 28-30 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.